Еще одно кровавое пятно на страницах истории Южной Осетии – Зарская трагедия. Этот бесчеловечный акт насилия можно считать самым зверским деянием наших, казалось бы, соседей. Ведь жертвами стали мирные безоружные жители – женщины, дети, старики. Сегодня только воздвигнутый обелиск напоминает о том, что произошло 28 лет назад. Несмотря на настоятельные рекомендации воздержаться от посещения массовых скоплений, на траурном мероприятии было многолюдно. Как и всегда, представители общественности, семьи пострадавших, руководство страны во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Акция памяти в разгар пандемии коронавируса отличалась лишь тем, что не было детей, которые в этот день всегда стоят у памятника. Собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу «Скорбящая мать». В своей речи Анатолий Бибилов выразил не только слова скорби, но напомнил, что это вопиющее зверство не останется безнаказанным. Сегодня почтить память своего отца пришла и Галина Кумаритова. С горечью и тоской она вспоминает события 28-летней давности. День, в который она в последний раз видела своего отца, Суслана Кумаритова. Почему-то у меня было очень плохое самочувствие. Я чувствовала, что-то должно случиться. Я попросила отца, чтобы он не ехал. Мне тогда было 25 лет. Я попросила отца, чтобы он не ехал, но он сказал, я тоже должна была поехать с ним, но он сказал, что ты не поедешь, а мне другу отказать нельзя. На переезде он остановил, он никогда в свой кузов не посадил людей, никогда, 35 лет он был водителем, и в свой кузов он никогда не посадил ни одного человека. Но тогда Чочиев Ермак и Каиров Сергей. Сергей был моим другом, а Ермак был его другом, поэтому он остановил. В тот день водитель злополучной машины Суслан Кумаритов отказался забирать многих. Тогда они еще не знали, что тем самым он спасает их от неминуемой гибели. Единственная женщина на коленях пришла к нам после трагедии и попросила прощения, которую он высадил с 2 детьми, и сказал, что это не безразмерная машина, и, пожалуйста, с 2 детьми в кузов нельзя садиться. И она их проклинала после того, как она слезла с кузова. Она пришла на коленях со свечками, попросила и у них, и у нас прощения. В нашей республике не осталось семей, которых бы не коснулась та или иная трагедия, произошедшая в результате многолетнего кровавого противостояния с Грузией. Тысячи людей стали жертвами деяний грузинских националистов. Зарская трагедия, увы, лишь одна из множества кровоточащих ран в истории осетинского народа. Марьяна Чочиева, Александр Кочиев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск «Сегодня».